В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Ситуация с лесными пожарами в Якутии остается сложной. Площадь увеличилась на 4500 гектаров за сутки. Густой смог окутал регион. Как обезопасить себя от вредного влияния дыма? Синоптики прогнозируют осадки в ближайшие дни на территории республики. Лесопожарная обстановка в Якутии остается сложной. В настоящее время действуют 223 пожара. За последние сутки появилось 22 пожара на общей площади 4500 гектаров. В первую очередь из-за прохождения сухих гроз. За сутки ликвидировано 12 пожаров на общей площади чуть меньше 90 тысяч гектар. Глава Якутии Айсен Николаев сегодня провел очередное заседание Республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В настоящее время в зоне особого контроля находятся 5 населенных пунктов. Села Магарас, Дикимдя, Кептин, Горного Улуса, село Сюльдюкар Мирнинского района и село Кемпендяй Сунтарского Улуса. Чрезвычайно высокий 5-й класс пожароопасности сохраняется на территории Намского, Усть-Алданского, Тампонского и Миконского районов. 4-й класс пожароопасности в Алекминском, Ленском, Сунтарском и Жиганском районах. Хочу сказать, что за последние сутки у нас появилось 22 пожара на площади 4500 гектаров. Появились они в первую очередь из-за прохождения сухих гроз. Вместе с тем за сутки у нас ликвидировано 12 пожаров на площади чуть меньше 90 тысяч гектаров. Достаточно большая работа проведена. Вместе с тем у нас сейчас по ряду населенных пунктов, в том числе по городу Якутску, есть большая задымленность, связанная с ветром, дымом от пожаров, которые сюда ветром приносит. Айсен Николаев в связи с задымленностью города Якутска поручил руководству города до стабилизации лесопожарной ситуации организовать регулярный полив улиц города. Министерству здравоохранения республики поручено усилить реагирование медицинских бригад скорой помощи на вызовы граждан старшего поколения, у которых наблюдается обострение острых респираторных заболеваний в связи с задымленностью. В связи со сложившейся тяжелой пожароопасной обстановкой в республике глава Айсен Николаев выступил с обращением к жителям Якутии. В город Якутск из-за северо-западного ветра дым от пожаров идет со стороны Горного Улуса. Там идет тушение большого пожара вблизи села Магарас. Это всего в 100 километрах от столицы. Уважаемые якутяне, я призываю вас быть бдительными, но тем не менее сохранять спокойствие. Ваша выдержка и правильное понимание ситуации крайне важны сегодня. Борьба с огнем сплачивает нас. Помощь поступает от предприятий, граждан. На борьбу с огнем идут все больше и больше местных жителей. Пополняются ряды добровольцев и волонтеров. Каждый, кто идет тушить пожары, передает личные ресурсы для тушения пожаров, помогает с продовольствием, готовит еду для огнеборцев. Каждый из вас проявляет волю и ответственность быть настоящим патриотом своей страны, родной Якутии. Именно быть, а не казаться. Огромная благодарность каждому из вас. Также с завтрашнего дня студенческие отряды выезжают на тушение пожаров в качестве добровольцев. Я поддерживаю их инициативу. Сегодня ситуация действительно крайне сложная. Все силы и средства брошены на борьбу с огнем. Угрозы огня ни городу Якутску, ни другим населенным пунктам республики нет. А о том, как можно обезопасить себя от вредного влияния дыма, расскажем в сюжете Александра Нестерова. Дым от лесных пожаров из горного района напугал многих жителей Якутска. Город действительно стал похож на место съемок постапокалиптического фильма. На улице столицы сегодня вышли только самые смелые. Сложно же. Невозможно на улице ходить. Смотрите, какой дым. Ночью тоже вообще дым. Дома тоже вообще дым. Ужасно. Дома вообще невозможно даже дышать. Окна невозможно открывать. Дети дома в 4 стенах. Не выйти никуда, ничего. Ситуация очень ужасная, к сожалению. Да, сейчас люди очень сильно страдают. Еще плюс коронавирус идет. Люди дышать не могут. В квартирах тоже дома очень сильные. И по городу вообще ходить невозможно даже. Ужасно нечем дышать вообще. Я вот проснулась, у меня была боль в голове.
и когда это уже закончится. Сейчас самое главное, по возможности, свести к минимуму нахождение на открытом воздухе. Также специалисты рекомендуют использовать защитные маски, ограничить физические нагрузки и пить побольше воды. Желательно всего использовать марлевую маску, пятислойную, и желательно ее увлажнить. Но можно использовать обычные одноразовые маски. Что следует делать дома? Дома следует почаще проводить влажную уборку, не только полов, но и всех поверхностей. По мере возможности не открывать окна. И, если есть такая необходимость, то нужно на окна, на форточки занавесить влажной тканью, это, обычной марлей, либо полотенцем. Врачи мобилизованы и готовы принять пациентов. К счастью, пока вызовов неотложки больше не стало. Обращение, в принципе, как обычные дни. Такого перепада в поводу вызова нету. Как обычные дни все. И давлением страдают люди ежедневно. Свет в конце дымового туннеля есть. По прогнозам синоптиков, осадки на западе Якутии ожидаются 19 и 20 июля. А в центральные районы республики дожди придут 23 числа. При этом синоптики отмечают, что ветер в центральных районах и в Якутске поменяет направление с северо-западного на юго-восточное уже с 21 июля. Александр Нестеров, Георгий Григорьев, Якутск. Особенно дождей ждут в эпицентре лесных пожаров. Одной из самых напряженных обстановка остается в горном районе. Именно оттуда приносит дым в центральный Улус, и именно туда сейчас брошены основные силы. Подробнее в следующем материале. В последнее время небольшое село Магарас в горном районе в центре внимания не только всей республики. Именно здесь разгорелись одни из самых крупных в Якутии лесных пожаров. И именно сюда стекаются сейчас многочисленные силы, чтобы одолеть стихию. Необходимые силы стягиваем. Усиление с Хангаласского улуса прибыло. И сейчас трактора гусеничные работают на участках. Добровольцы местные и с ГАУ лесресурса пожарные работают. Пока обстановка под контролем. Главная задача – полностью обезопасить от огня населенные пункты. Минерализованные полосы, противопожарные рвы, очистка территории. Специалистам активно помогает население всего района. Поступает очень много предложений от граждан, от коллективов, которые вызвались участвовать в тушении пожаров. Мы координируем их деятельность в части направления на тот или иной пожар. Действительно, сегодня в Горный стекаются и добровольцы. И здесь самое главное – дисциплина и порядок. Чтобы не было стихийных самостоятельных отрядов, которые могут лишь усложнить работу спасателей. Мы сейчас организованной группой выехали. Мы знали, что нам нужно с собой взять, да? Кто нас ждет. И уже тут ждал наш руководитель, да? Который нас сюда отвез. Мы под чьим четким руководством, да? Потому что мы же все-таки в обыденной жизни не являемся спасателями. Перед выездом мы пошли, опять же, обновили наши знания, прошли инструктаж, и на месте тоже дополнительный инструктаж прошли. По обращению именно я с таким ранцем до этого не работал. И тогда силами добровольцев можно выполнить довольно внушительную работу. А это гораздо важнее призывных лозунгов и сообщений в соцсетях. Приехать и оказать реальную помощь родной земле. Следим за палом, за встречным палом. Также прошлись, мы сейчас можем наблюдать территорию, кромку, которую мы своим отрядом, да, у нас сейчас тут 6 человек, 400 метров примерно метров огня, да, идущего сюда. Когда засуха, да еще и порывистый ветер, сдержать натиск огненной стихии непросто, даже при помощи современной техники. И тогда каждая пара рук, способная держать ранец и лопату, на вес золота. Анна Васильева, Петр Шестаков, Руслан Ачиров, Магарас, Горный. Густой дым из-за лесных пожаров стал причиной задержки рейсов в аэропорту Якутск. По метеоусловиям из-за отсутствия видимости задержаны рейсы как на прибытие, так и на отправление до улучшения ситуации. Тем временем пассажиры недовольны ситуацией и работой отдельных авиакомпаний. Свои обязанности не выполняет. Она не соблюдает воздушный кодекс. Там, где описана страховка у нас в билетах, что через 4 часа они должны оплачивать нам. Естественно, и гостиница там больше. А что еще можно сказать? Отрицательно отношусь.
Движение паромов по маршруту Якутск-Нижний Бестях возобновили на реке Лени. В целях соблюдения безопасности движения принято решение о выполнении рейсов караванами из нескольких судов. Определено безопасное место на фарватере реки, где караваны могут безопасно расходиться. Один караван из Якутска уже отправился в сторону Нижнего Бестяха, а также идет погрузка на встречный рейс. На переправах Кангалас-Сотинцы и Махсоголовка-Чикацы движение будет выполняться по мере улучшения погодных условий. В Минтрансе Якутии маломерным судам рекомендовали воздержаться от поездок. Перейдем к эпидобстановке в Якутии. 97 новых случаев коронавируса зафиксировали за сутки. Из них 52 случая обнаружили в столице республики, 7 в Мирнинском районе. Также по 6 заболевших инфекцией зарегистрировали в Алданском и Кобяйском районах, по 4 в Ленском, Неренгринском и Усть-Алданском районах, по 2 в Мегино-Кангаласском и Аймиконском районах. По одному случаю коронавируса зафиксировали в Амгинском, Булунском, Вилюйском, Жуганском, Нюрбинском, Алекминском, Татинском, Тампонском, Хангаласском и Чурапчинском районах. За сутки лаборатории республики провели 2910 исследований. Санитарка Якутской клинической больницы Юлия Иванова в прошлом году отправилась работать в красную зону. Не выдержав разлуки с женой, ее супруг Владимир за 2 месяца выучился на младшего медбрата и пошел в медицину вслед за любимой. О том, как живут молодые супруги в красной зоне, узнавала наш корреспондент Надежда Саханская. Многие считают, что семейные отношения вредят рабочим. Именно поэтому чаще всего супруги работают в разных отраслях и в разных организациях. Однако наша сегодняшняя история – отличное подтверждение тому, что совместная работа не преграда для счастливой семейной жизни. Владимир и Юлия состоят в браке уже 4 года. Пусть красная зона – место далеко не романтическое, супруги поддерживают друг друга на рабочем месте. Началось все в прошлом году, когда и Юлию отправили на передовую. Мы принимали это решение вместе. В то время он работал вахтовым методом. И чтобы, как сказать, не разлучаться, мы решили отучиться, чтобы он отучился на медбрата младшего. На младшего медицинского брата. Он отучился 2 месяца дистанционно, и, получается, в сентябре мы уже работали вместе. После того, как решение было принято, Владимир получил образование медбрата. Несмотря на то, что это был совместный выбор, поначалу и Юлии было непривычно видеть своего супруга в качестве коллеги. Я в январе ушел на вахту, и в середине июля только прилетел. Она еще работала на красной зоне. И в сентябре, получается, получил свидетельство и устроился на работу. В качестве коллеги, конечно, посмеялась. Из-за того, что ни разу меня не видела в медицинской такой форме. Каждый раз, входя в красную зону, медицинский работник должен ответственно подготовиться и проследить за тем, чтобы все средства индивидуальной защиты были на своих местах. Вот такой красивый костюмчик есть, зеленый. Костюм одеваем поверх отдельного белья. И обязательно сапоги. Случается так, что иногда у супругов не совпадают выходные дни, однако все свое свободное время они проводят вместе. В свободное время, обычно в выходной день, мы стараемся не говорить о работе. Но для нас главный сон. Отсыпаемся, потому что у нас тут круглосуточный пост без права сна. И, помимо сна мы еще ходим на природу, отдыхаем, да? Все, что делаем. Все. Новость о таком поступке Владимира быстро разлетелась в интернете и собрала большое количество откликов. Однако супруги, а теперь уже и коллеги, не ожидали такого внимания от общественности. И, несмотря на сложные ковидные условия, семья Ивановых продолжает жить в согласии и дома, и на работе. Надежда Саханская, Артем Алексеев, Якутск.
К этому часу это вся информация. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. До встречи в эфире.